Седьмой год Абхазия участвует в крупнейшей аграрной выставке России «Золотая осень». И с каждым годом количество производителей из нашей страны увеличивается. В этом году число рекордное – 22 компании. Лучшие абхазские продукты – аджика, сацбал, мед, варенье, джемы, домашний компот, вино представлены на территории абхазского стенда. В этом году мы можем с чувством глубокого удовлетворения констатировать тот факт, что количество участников с абхазской стороны возросло без малого в 2 раза. Это отрадно. Это говорит о том, что продолжается, интенсифицируется процесс создания новых производств. Самое главное, на что мы ориентируемся в своей работе, мы видим в этом цель и задачи. Должно стать много производств, которые позволят выйти Абхазии в большом прогнозируемом объеме на дружественные внешние рынки, прежде всего на рынок Российской Федерации. Для этой цели мы и работаем планомерно, создавая условия для того, чтобы рынок развернулся в сторону абхазских брендов. Безусловно, «Золотая осень» – это площадка для рекламы и выхода экологически чистой абхазской продукции на зарубежный рынок. И спектр потенциальных бизнес-партнеров широк. В юбилейной 20-й выставке приняли участие более 15 стран, среди которых Китай, Ирландия, Турция, Италия и Германия. Это продвижение наших товаров, продвижение наших брендов, экологически чистой, качественной продукции, которая производится в Абхазии. И в любом случае, да, мы здесь имеем возможность показать себя потенциальным покупателям, показать себя закупщикам, показать себя и свой товар для того, чтобы в дальнейшем экспортировать его на рынке Российской Федерации в первую очередь. Атмосфера в 75-м павильоне ВДНХ ближайшие 3 дня будет вот такой. Креативные стенды, качественные свежие продукты, культурные презентации привлекают внимание нескольких десятков тысяч посетителей выставки. Каждый стенд на «Золотой осени» – это произведение искусства. Так что за внимание гостей выставки аграриям приходится бороться. Например, наш абхазский стенд привлекает внимание не только атмосферой и колоритом, но и ароматом. Запах абхазской аджики, асыцбала и других продуктов распространился на несколько метров. Но главой абхазского стенда в этом году является вино. В этом году основная тема абхазской экспозиции – возрождение виноделия в республике. Алкогольную продукцию представили более 10 абхазских компаний. Вино из лучших сортов винограда – белое, красное, сухое, полусладкое – украсило витрину абхазского стенда, который наряду с десятками тысяч гостей посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков. Абхазия красиво представляет свою территорию. Не зря называют солнечной Абхазией, потому что яркие экспозиции, хорошее выставочное мероприятие. Мне кажется, вот такое яркое пятно. Можно сказать, что выставка сегодня удалась не только для Пермского края, для Самары, для Нижнего Новгорода, для Москвы, но и для Абхазии. Участие нашей страны в «Золотой осени», по мнению первого вице-премьера Даура Аршба, позволяет сельскому хозяйству республики знакомиться с современными тенденциями в этой отрасли. Находясь здесь, мы наблюдаем за тем, как развивается, в каком направлении развивается современное сельское хозяйство. Мы должны извлекать из этого пользу для себя. И с этой точки зрения это очень важно, этот опыт. Поэтому мы должны присутствовать на этих ярмарках, не просто побеждать, а опять, чтобы, повторю, чтобы воспринимать опыт. За 7 лет участия в выставке абхазский продукт завоевал 4 гран-при и около 70 медалей. По мнению чрезвычайного и полномочного посла Абхазии в России Игоря Ахба, участие в аграрной выставке имеет для нашей страны не только экономическое и сельскохозяйственное значение, но и политическое. Большой интерес проявляется к нашему стенду, приходят гости. Здесь посетили, сенатор был здесь из Совета Федерации, были руководители ряда субъектов Федерации, а также иностранные гости из Италии, я знаю, которые проявляли большой интерес к нашей продукции. Вообще, я считаю, что участие в такой важной международной выставке имеет не только экономическое значение, но, как мы говорим, и политическое значение, потому что есть возможность показать, рассказать об Абхазии. Поэтому участие в сегодняшней выставке – это еще одно свидетельство тому, что Абхазия есть и Абхазия развивается.
Золотая осень будет проходить с 10 по 13 октября в Москве. Посетить агропромышленную выставку и выбрать лучшие продукты из 15 стран мира могут более 300 тысяч посетителей. Анастасия Никонова, Анатолий Абгадж, Абаза ТВ.